Асы мәртебелі Нұрсұлтан Әбішұлы, құрметті Еуропа және Азия елдерінен келген қымбатты қонақтар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Ең алдымен кен байтақ Қазақстанымыздың төрі, қазақ елінің елордасы Нұр-Сұлтан қаласына қош келдіңіздер. Сонымен бірге бүкіл Евразия елдерінің парламенттері үшін маңызы зор және рөлі де ерекше жиынға қатысып отырғандарыңызға шын жүректен алғыс білдіруге рұқсат етіңіздер. Бүгінгі форум заң шығару органдар арасында жан-жақты диалог орнатуға, өзара сенімді нығайтуға, парламент аралық ынтымақтастықты одан әрі күшейтуге кен жол ашады деп сенім білдіреміз. Дорогие друзья, сегодня здесь, в сердце Евразии, в столице суверенного Казахстана, городе Нур-Султане, на наш представительный международный форум собрались парламентарии стран Европы и Азии. Это уже 4-е совещание спикеров парламентов стран Евразии. И что особенно важно, с каждым разом расширяется его география, с каждым разом растет число его участников. И нынешнее совещание спикеров стало самым представительным форумом парламентариев Европы и Азии. Сегодня город Нур-Султан стал поистине парламентской столицей Евразии. В работе нашего совещания принимают участие парламентские делегации из 65 государств Европы и Азии, 41 из которых возглавляют спикеры парламентов, а также принимают участие руководители 14 международных и межпарламентских организаций. Безусловно, сегодня огромную важность и исключительную значимость нашему форуму придает участие в нем автора и инициатора евразийского проекта, первого президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Уважаемые коллеги, не случайно тема нашего совещания определена как «Большая Евразия. Диалог, доверие, партнерство». Как показала практика, такой формат обсуждения актуальных проблем позволяет находить эффективные пути сближения наших стран. И глубоко символично, что наш сегодняшний парламентский форум проходит в знаменательный год. Год 25-летия идеи первого президента Казахстана об евразийской интеграции. Как известно, впервые эта масштабная инициатива была обнародована первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым еще в далеком 1994 году в стенах Московского государственного университета. И за относительно короткий промежуток времени эта идея, пройдя ряд этапов развития, была реализована в Евразийском экономическом союзе и в дальнейшем получила свое воплощение в ряде других важнейших договоренностей. И мы отчетливо понимаем, что от того, как будет обеспечена законодательная поддержка интеграционных процессов, будет зависеть и успешность воплощения идеи Большой Евразии. Поэтому, открывая сегодня наш форум, от имени организаторов призываю все парламентские делегации в ходе работы совещания высказывать конкретные предложения, практические рекомендации для создания стратегического, открытого и устойчивого многостороннего партнерства в целях развития евразийского пространства. Уважаемые участники совещания, как уже было сказано выше, международные инициативы первого президента Казахстана, направленные на становление, развитие и укрепление беспрецедентного проекта под названием «Большая Евразия», уже сегодня дают свои ощутимые результаты и актуальны не только для правительств,
но и для парламентов наших стран. И сейчас, уважаемые дамы и господа, я имею особую честь предоставить слово для выступления на нашем форуме первому президенту Республики Казахстан Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Құрметті кеңеске қатысушылар, қадірменді қонақтар. Еуразия жүрегіндегі ұлы дала еліне, қонақжай қазақ еліне қош келдіңіздер. Парламент спикерлерінің бүгінгі бас қосуының Қазақстан астанасында өткізіп отырғанына біз қуаныштымыз. Атап айтқанда осы жиынға Азия мен Еуропаның жаңа айтып кеткендей 60-тан астам мемлекетінің делегациялары 14 халықаралық ұйым өкілдері келіп отыр. Осы кеңестің табысты жұмыс істеуіне баршамыз мүдделіміз. Келгендеріңізге ризашылығымызды білдіреміз. Біз заң шығару органының қызметіне зор мән береміз. Қазақстан депутаттары шетелдік әріптестерменен кең қауымды байланыс орнатып, мемлекетаралық достықты нығайта түсті. Елдеріміздің жоғарғы өкілді органдарының депутаттары Еуразиядағы ынтымақтастық аясын одан әрі кеңейтеді деп сенемін. Дорогие гости, известный ученый Джон Шар однажды сказал: будущее – это не то, куда мы идем, а то, что мы создаем. Дороги следует не искать, дороги следует строить. Сам процесс строительства меняет как самого Творца, так и его судьбу. Глубокий смысл, заложенный в этой цитате, во многом соотносится с историей независимого Казахстана. После распада бывшего СССР мы четко осознали, на пространстве нового, 9-го по величине территории государства в мире нам нужно самим создавать свое будущее. В качестве первого президента страны мне выпала огромная честь почти 30 лет создавать государство, управлять страной под названием Республики Казахстан. Столько лет народ доверял меня вести страну по неизведанному пути. Управляя столько времени, в этом году я самостоятельно принял решение о сложении полномочий. Специально принятым законом я наделен полномочиями лидера нации и первого президента, что и сейчас исполняю. Оглядываясь назад, хочу сказать вам, что мы с 1991 года прошли через тяжелейшие кризисы, трудности вместе с моим народом. Мы ставили перед собой самые амбициозные цели и добивались их. И мы поднимались с инфляцией 3000%. Экономика оказалась на нуле, все предприятия остановлены, сплошная безработица, пустые прилавки магазинов, нет возможности платить пенсии, платить заработные платы. Мы прошли этот путь. Без ложной скромности хочу сказать, что нам за эти годы есть чем гордиться. Так, в качестве своего главного приоритета мы определили экономический прогресс, повышение благосостояния нашего населения. Построив с нуля рыночную экономику, сегодня Казахстан вошел в число 50 наиболее развитых государств мира. Внутренний валовый продукт страны вырос в 18 раз. Объем экономики страны сегодня почти в 2 раза превышает уровень ВВП стран Центральной Азии, всех стран вместе взятых. Доходы населения в долларовом выражении увеличились в 9 раз. Уровень бедности сокращен в 10 раз, от 40% до 4%. За последние 20 лет мы привлекли в страну 320 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, прочно занимая первое место по этому показателю в регионе. Накоплено около 90 миллиардов долларов международных резервов, это запасы страны. Это помогло нам избежать рецессии во времена кризисов, а также начать индустриализацию страны, чтобы построить экономику, независимую
от сырьевых ресурсов. Мы начали строительство сервисно-промышленной экономики, нацеленной на уход, опять же, от зависимости сырьевой страны. Будучи страной, не имеющей доступ к морским путям, мы осуществляем грандиозный инфраструктурный план. Идет осуществление только второй пятилетки этого плана. За короткое время построено, реконструировано более 15 тысяч километров современных автомобильных дорог и железных дорог. Это дало нашей стране выход на Тихий океан, Атлантический океан, а также Персидский залив через Каспий и Иран, другие страны. Мы поддерживаем проект Китайской Народной Республики нового шелкового пути, потому что данная инициатива нам выгодна. Как вы видите, мы стали выходящим на морским путям государством. Сегодня от Тихого океана через Казахстан, Россию в Европу каждый год увеличивается количество контейнеров в 2 раза. Иными словами, Казахстан стал транзитным государством, эффективно соединяющим Азию, Европу, Север и Юг. Мы ведем активную цифровизацию и технологическую модернизацию нашей экономики. Казахстан первым из стран СНГ и Восточной Европе провел выставку «Экспо-2017» на тему «Энергия будущего». В нашей столице начал свою работу Международный финансовый центр «Астана». В рейтинге «Doing Business» Всемирного банка наша страна сегодня занимает 28 место из 190 государств. В сердце Великой Степи всего за 20 лет мы построили нашу прекрасную столицу, где проходит сегодняшняя встреча спикеров парламентов. Мне приятно, уважаемые друзья, об этом говорить, потому что там, где стоит новый город, я стоял и смотрел на голую степь, заросшую камышами. А сегодня это яркий символ независимости Казахстана и ни в чем не уступает ни одному современному мегаполису. Население увеличилось здесь 5 раз, превышает 1 миллион жителей. Четко сформулированные задачи модернизации страны 2050 года есть такая у нас стратегическая программа. Главная цель этой программы – достигнуть уровня топ-30 экономически мощных стран планеты. Это амбициозная программа, но мы шаг за шагом идем к этому. Другим важным приоритетом стало международно-правовое признание Казахстана. Юридически оформив нашу государственную границу протяженностью более 15 тысяч километров, мы создали пояс добрососедства с ближайшими крупнейшими государствами мира. С Россией мы граничим на протяжении по суше 7,5 тысяч километров, с Китаем 1700 километров и нашими соседями по югу также. Плодотворное сотрудничество выстроено Соединенными Штатами Америки, Турцией, Евросоюзом, странами Европы, Ближнего, Среднего Востока, Ираном, Японией, Южной Кореей, другими государствами МИЗИа. По всему периметру Казахстана мы общаемся с дружественными нам государствами. У нас нет конфликта ни с какой страной мира, а только сотрудничество, протянутая рука и дружба. Мы отказались от наследия бывшего СССР, 4-го по мощности в мире арсенала ядерного оружия. Закрыли один из крупнейших на планете Семипалатинский ядерный полигон. Он был по мощности 2-й после Невады. На его территории в течение 40 лет было осуществлено 456 наземных, подземных взрывов, о котором граждане нашей страны мало чего знали. От радиации пострадало около 500 000 человек. Мой указ о его ликвидации проложил дорогу для принятия в 1996 году договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По предложению нашей страны Генеральная Ассамблея ООН объявила 29 августа, как раз этот день закрытия полигона, Международным днем действия против ядерных испытаний. На территории Казахстана по нашей инициативе создан банк низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ. Он позволяет любым странам мира
обеспечить свое законное право на развитие мирной атомной энергии, не начиная обогащать каждой стране уран, а именно брать топливо здесь. Казахстан стал инициатором и соавтором всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Мною учреждена премия за мир без ядерного оружия, глобальную безопасность, которая вручается каждые 2 года. Предприняв эти важнейшие по значимости шаги, Казахстан по праву возглавил глобальное движение за мир без оружия массового уничтожения. В данном контексте хочу оценить тот факт, что в международном объединении парламентарии за ядерное нераспространение и разоружение состоят более 800 депутатов из 80 стран. По моей инициативе воплощены в реальность крупные проекты по созданию Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств. В первоначальном проекте, который мной было объявлено именно в Московском государственном университете, заключалось в том, чтобы когда-нибудь Европейский союз, Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества могли бы объединиться и создать глобальную интеграционную сеть во всем Евразийском континенте. Конечно, сегодня трудно об этом говорить, я уверен, придет такое время, потому что это выгодно всем, главное народам и всем государствам нашего субконтинента. На казахстанской земле родилась идея 2 значимых международных форумов. Это совещание по взаимодействию мерам доверия в Азии, а также съезд лидеров мировых традиционных религий, которые проводятся каждые 3 года. Наша страна стояла у истоков создания Организации договора коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Международного фонда спасения Арала. В 2010 году в этом зале, где мы сейчас находимся, прошел единственный в 21 веке саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Казахстан наработал солидное миротворческое досье. Оно включает в себя предпринятые в разное время успешные усилия по урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха, Таджикистане, Кыргызстане, а также по достижению всеобъемлющего плана действия с Ираном. Получило признание наше эффективное медиаторство, запуск переговорного процесса по украинскому кризису, нормализации российско-турецких отношений, когда они резко обострились в свое время. Сегодня город Нур-Султан является важной площадкой по решению сирийского кризиса. Здесь прошло десяток встреч с воюющими сторонами. После начала этих переговоров прекратилась война в Сирии. Мы регулярно оказываем существенную гуманитарную и техническую помощь Афганистану, Таджикистану, а также другим развивающимся странам. В 2018 году в Актау подписана долгожданная конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Все прикаспийские государства теперь могут сотрудничать и сделать Каспийское море морем мира и дружбы. Казахстан достойно выполнил свою миссию члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций в 2017-2018 годах. Проводя проактивную, многовекторную, миролюбивую политику, мы значительно укрепили суверенитет, национальную безопасность нашей страны. В качестве серьезного приоритета было определено сохранение национальной идентичности и культуры нашего народа. Вы сейчас находитесь в Великой степи, которая подарила миру коневодство, всадническую культуру, древнюю металлургию, звериный стиль в искусстве и так называемого «золотого человека» одеяния сакского воина. Все это доказано сегодня археологическими и другими научными изысканиями и признано. Через широкие просторы Казахстана проходили караваны Великого Шелкового пути, которые мы сейчас восстанавливаем. Здесь зарождался тюркский мир, который имеет начало с Алтайских гор. Наша земля является родиной яблок,
и тюльпанов. В Казахстане в мире согласие сегодня проживает, работает и учатся представители 130 этносов и 46 конфессий. Вы можете пройти по этому городу, увидеть все культовые сооружения, как мусульман, так и иудейства, православия, католицизма. И все люди совершенно спокойно ходят, отправляют те религиозные обряды, которые они хотят, без никакого страха. Все они имеют равные права и возможности, свободы и определенной нашей Конституции, что стало нашим вкладом в обеспечение законодательного статуса личности. Я думаю, это и основные права и свободы человека. Жить в мире, дружбе, несмотря на национальность, религию и язык. Все они имеют равные возможности. Более того, в контексте происходящих событий в мире Казахстан может служить успешным примером межэтнического согласия и толерантности. Начат поэтапный переход казахского языка на латиницу, чтобы объединиться с мировой культурой. Тысячи молодых людей наших прошли обучение в лучших университетах мира за счет государства по специальной объявленной мной программе «Болашак» с 1993 года. Как было трудно, не было средств, но мы направляли молодых людей получить знания. Теперь десятки тысяч из них вернулись, работают у нас в стране. Созданный ряд университетов мирового уровня, сеть интеллектуальных школ. Все это ориентировано прежде всего на культ знаний, повышение конкурентоспособности казахстанской нации в непростых современных условиях. Оглядываясь назад, также не верится, что мы прошли этот большой, насыщенный исторический путь лишь за те 30 лет. Конечно, Казахстан всегда будет благодарен всем дружественным нам государствам, которые поддерживали нас все эти трудные годы становления нового государства. Не было такого государства на карте мира, теперь он появился. Государство дружественное, мирное, из которого исходят инициативы, сотрудничества и интеграции. Я благодарю все государства мира, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Уважаемые дамы и господа, тема сегодняшнего совещания очень созвучна, как вы узнали, с основными принципами политики, которую Казахстан реализует на международной арене все эти годы. В этой связи хотел бы изложить свои соображения в отношении того, что могут сделать уважаемые члены этой аудитории, чтобы диалог, доверие и партнерство стали неотъемлемыми элементами большой Евразии. Во-первых, я выступаю за то, чтобы голос парламентариев на континенте был слышен гораздо четче и громче. Понимая глубину и остроту современного глобального кризиса, доверие между ведущими державами мира, кто, как не народные избранники, должны внести свой вклад в его преодоление. Во-вторых, полагаю важным более активное влияние парламентариев на политиков из числа глав государств и правительств. В конце концов, Межпарламентский союз создан в 1889 году, которому в этом году исполняется 130 лет, был создан даже раньше, чем Лига наций в 1919 году. Основная цель Союза заключалась в способствовании политическому диалогу между странами, а именно Союз послужил позже стимулом создания Лиги. Депутаты могут более обстоятельно и целенаправленно доводить до политических decision-makers переживания простых граждан наших стран о том, что сегодня планета снова оказалась в опасной черте. Ведь если произойдет Третья мировая война с применением средств массового уничтожения, она может стать последней для нашей цивилизации. У наших народов давно сформировался сильный запрос на бесконфликтное существование, жизнь без страха за сегодняшний и верой в завтрашний день, будущее наших детей и внуков.
В этих условиях все жители Земли должны более активно подключиться к глобальной борьбе за ядерное разоружение и защитить жизнь на планете. В-третьих, на форуме АСЕМ в 2018 году и втором форуме «Один пояс, один путь» в Пекине, который состоялся в текущем году, я предложил начать диалог между Россией, Китаем, США, Европейским Союзом, этими основными державами, от которых зависит мир на Земле. Даже великие мировые войны заканчивались переговорами. Сейчас конфронтация и недоверие между этими странами волнует весь мир. Именно эти страны, страны-победители, сели за стол переговоров после Второй мировой войны, образовали Организацию Объединенных Наций. Так же было и после Первой мировой войны. Мне кажется, сейчас то же самое. Поэтому я с таким предложением выступил. Уверен, что главы этих стран сознают свою особую ответственность за будущее человечества, за международную стабильность и безопасность. Политические лидеры четверки должны проявить волю, найти пути для разрядки напряженности на планете. Это может произойти только путем переговоров. Данное мое предложение уже поддержано многими мировыми игроками. В качестве важного шага продвижения такого диалога я предложил бы в следующем году провести в казахстанской столице неформальную встречу парламентариев указанной четверки. В-четвертых, мы все наблюдаем кризис системы международного права, в том числе зачастую его эрозию, игнорирование, размывание или просто попрание. Хорошо известны случаи, когда нарушался суверенитет, территориальная целостность государств, рушились ранее достигнутые договоренности. Произвольное применение санкций негативно влияет не только на страны, против которых они направлены, но и на все другие государства, на благополучие миллионов простых людей по всему миру. В этих условиях с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке я предложил созвать международную конференцию ООН высокого уровня по переподтверждению базовых принципов международного права. Парламентарии Евразии могли бы внести здесь свою добавленную стоимость, инициировав законодательные дебаты высокого уровня по возрождению центральной роли Устава Организации Объединенных Наций. В-пятых, призываю включиться в процесс ратификации международных договоров, имеющих огромное значение для международного сообщества. Так, Парижское соглашение по климату подписано 192 государствами, но многие стороны его так и не ратифицировали. Мы каждый день слышим, что планета нагревается, что идет великая катастрофа, но мы ничего не делаем, чтобы предотвратить это. Схожая ситуация наблюдается в случае с договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, договором о запрещении ядерного оружия, о нераспространении и ряда других. Призывать всех отказаться от ядерного оружия и нераспространения, в то же время ядерным державам продолжать совершенствовать это оружие и испытывать на уровне компьютерных игр. Это нечестно, это не будет работать. Прежде всего, ядерные державы должны выступить с этой инициативой первыми. Без этого дело не сдвинется. В-шестых, следует сплотить ряды внутри межпарламентского сообщества и повысить эффективность совместной работы на законодательном треке. Большой пласт деятельности лежит в части гармонизации правовых актов. Так важно разработать общее определение терроризма, сформировать единый список террористических экстремистских организаций, организованных международных преступных группировок. Также видится актуальной работы по разработке правовой базы при переходе мировой экономики и социального развития в новую цифровую эпоху, эру искусственного интеллекта. Следует поставить законодательный заслон продажи наркотиков через интернет с использованием электронных и криптокошельков. Одновременно необходимо не поддаваться соблазну политизировать международный парламентаризм, к примеру, исключая из диалога те или иные государства.
Согласитесь, что это контрпродуктивно. Құрметті қонақтар, халқымыз ерді талап ұшырар, құсты қанат ұшырар деген ұлағатты сөзі бар. Бүгінгі басқосу халықаралық диалогты сенім мен серіктестікті нығайтуға зор үлес қосады деп сенемін. Еуразия құрлығы әрдайым әлемдік дамудың алдыңғы сапында болғанын ұмытпағанымыз жөн. Біз үлкен Еуразияның болашағын бірлесе айқындауымыз керек. Сондықтан бүгінгі басқосу осыған көп үлес қосатын ұжым деп санаймын. Осындай игі мақсатты көздеген форумның жұмысы нәтижелі болсын. Баршаңызға зор денсаулық, толағай табыс тілеуге рұқсат етіңіздер. Рахмет. Уважаемый Нурсултан Абишевич, коллеги, давайте с вами поблагодарим Нурсултана Абишевича Назарбаева, первого президента Казахстана, за его инициативу евразийской интеграции, с которой он 25 лет назад выступил. Спасибо вам большое. Знаете, по-разному складывается жизнь, и не каждая идея и здравая мысль может найти свое реальное воплощение. Но идея создания Евразийского экономического союза воплотилась в жизнь. И все большее количество стран сегодня объединяется в рамках этой организации. Коллеги, но думаю, что особые слова благодарности Нурсултану Абишевичу необходимо высказать за его понимание роли парламентаризма и ответственности в связи со сложившейся ситуацией сегодня. И при этом за объективную оценку сегодняшнего дня, потому что зачастую мы просто уходим от разговора о сложностях, о проблемах, о тревогах. Сегодня первый президент Казахстана объективно высказал свою точку зрения, и думаю, что эта точка зрения находит отклик и в наших сердцах, и мы думаем так же, но при этом зачастую не хотим просто об этом говорить, потому что, как ни парадоксально, но действительно, коллеги, мы должны признать проблемы, существующие в области не только международных отношений, но и созданных ранее институтов, а также соблюдение международных соглашений и договоренностей. Мир, если говорить об истории наших отношений, диалоге, доверии друг к другу, партнерстве, не сталкивался с теми проблемами, которые есть сегодня. Все страны признавали верховенство роли Организации Объединенных Наций. Сегодня же мы с вами видим, с какими сложностями сталкивается организация, когда ее игнорируют, единолично принимают решения о вводе войск, вмешательстве во внутренние дела суверенных государств, и это недопустимо. Правила и требования крупнейшей Всемирной торговой организации практически перечеркнуты. Торговые войны развязаны в отношении Китая, России, Турции, Ирана. От санкций страдают государства, входящие в Европейский Союз. И, коллеги, обратите внимание, что несмотря на эти проблемы, ни одна из международных парламентских организаций не выступила с требованием прекратить нарушение принятых ранее международных договоренностей. Международные парламентские структуры созданы как раз для того, чтобы на принципах равноправия обсуждать и вырабатывать решения проблем, несмотря на их сложность и неудобность в обсуждении. Но, увы, они все больше играют роль политических организаций, которая сводится к различным спорным оценкам и мониторингам, а это наносит больше вреда, чем пользы.
потому что не учитывают ни культуру стран, ни историю ее становления, ни межрелигиозный фактор, ни традиции, ни обычаи. Это недопустимо. Двойные стандарты стали настолько обыденным подходом ведения международных отношений, что никто уже на это внимание не обращает. Десятилетиями достигавшиеся договоренности в области глобальной безопасности без анализа последствий перечеркиваются. Понимаем ли, чем обернется выход, например, Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и меньшей дальности? Молчаливо соглашаясь с этим или видим риски и занимаем позицию? Где эта позиция? Какая парламентская организация ее заявила? Если это несет угрозу для всего мирового сообщества, мы должны сделать все, чтобы сохранить мир. Отмалчиваться в этой ситуации недопустимо и опасно. Мы ответственны перед гражданами наших стран, чтобы не допустить эскалации конфликтов, гуманитарных катастроф, обнищания населения, разрушения государств. Формат совещания спикеров вырос в масштабное участие стран Европы и Азии. В этом зале вместе собрались представители государств от Атлантики до Тихого океана. Коллеги, у нас с вами есть реальная возможность обсуждать самые сложные вопросы, руководствуясь интересами наших граждан. Предлагаю использовать этот формат для того, чтобы мы могли не только общаться и проводить двусторонние встречи, но и вырабатывать конкретные решения в рамках гармонизации законодательства в области противодействия наркотрафику, по вопросам безопасности и межрегионального сотрудничества, миграционной политики. Необходимо предлагать модельные законы по борьбе с терроризмом. На сегодняшний день террористические организации, запрещенные в одних государствах, в других действуют свободно. Так мы не сможем противостоять терроризму. Должны быть законы, позволяющие сформировать единый список террористических организаций. Это будет реальный вклад со стороны парламентариев, международных парламентских организаций в борьбу с терроризмом. Сегодняшнее совещание и состав участников позволяют нам эти и другие вопросы решать. Надеюсь на именно такой подход в нашей работе. Благодарю за внимание. 각국 의회 대표단 여러분 반갑습니다. 대한민국 국회의장 문희상입니다. 저는 오늘 Халықаралық қауымдастық көріп отырғандай, қырғи қабақ соғысы біткеннен соң Еуразия өсіп өркендеген өңірге айнала бастады. Еуразия елдері жаңа интеграциялық әріптестікті қалыптастыруды қолдап отыр. Ресейдің жаңа шығыс, Қазақстанның нұрлы жол, Кореяның солтүстік және оңтүстік саясаты жаңа Еуразиядағы әртүрлі стратегиялар мен бастамалардың мысалы. Бұл өзгерістер өңірдегі елдерге жаңа мүмкіндіктер есігін ашады. Дегенмен бұл үлкен потенциал елдер арасында өзара сенім болғанда ғана жүзеге асады. Бұл диалог осы өзара сенімді қалыптастыруға үлес қосады. Сондықтан біз кез келген мүмкіндікті пайдаланып, бір-бірімізбен қатынасты қолдауымыз қажет. Оңтүстік және солтүстік Корея елдерінің лидерлері ядросыз және бейбіт Корея жартыаралын жасау атты жаңа жолға түсті. Біз екі Корея арасындағы диалог динамикасын жалғастыруымыз керек. Біздің алдымызда ауыр жол тұр. Сондықтан сіздердің қолдауларыңыз бен әріптестіктеріңіз осы қарым-қатынастың келесі сәтті қадамына қосылар үлес болмақ. 감사합니다. Dost ve kardeş Kazakistan'ın saygıdeğer kurucu Cumhurbaşkanı, değerli parlamento başkanları. Бауырлас әрі дос Қазақстанның тұңғыш президенті, құрметті Нұрсұлтан Назарбаев және төрағалар. Бұған дейін Еуразия парламенттері төрағаларының жиыны Анталияда өткен еді.
geniş Avrasya Құрметті coğrafyasında қонақтар, bulunan ülkelerin әлем meclisleri ірі қайғы girişimi қасіреттер, olan bu соғыстар toplantılar және süreci қақтығыстармен güçlenerek ve бетпе-бет her келіп toplantıda отырғанын yardım мойындауымыз yapan керек. ülke olmuştur. Салдарынан қанша Bugün ел tesadüf босқындар değildir. Tek мәселесіне Türkiye, тап болуда. 2016 ülkelerin Осы insani проблемаларды bir шешу hissiyatla үшін elini біз taşın altına ортақ koyması позицияға ve келуіміз külfeti керек. paylaşması Бұл gerektiğine мәселелерді шешуде inanıyorum. қауіпсіздік және Saygıdeğer meclis әріптестік başkanları, диалогы kıymetli konuklar. негізгі элементтер Sözlerime екенін son verirken айтуымыз қажет. konferansın tertibinde Өкінішке görev alan орай, herkese, көп елдер және dost ve kardeş біріккен ұлттар Kazakistan ұйымы yetkililerine мұндай tek tek мәселелерді teşekkür шешуден ederim. алыс Avrasya болып отыр. Meclis Başkanları Дегенмен соңғы кезде kurumsallaşarak парламенттік дипломатия ülkelerimiz дүниежүзілік arasındaki қиын ilişkileri түйіндердің ve dayanışma шешілуіне ruhunu үлес қосады. güçlendirmesini Бұл temenni әріптестік ediyor байланысты ve hepinizi күшейтуіміз қажет. saygıyla selamlıyorum. 尊敬的纳达尔巴耶夫首任总统，尊敬的各位同事， Құрметті Еуразия парламенттері спикерлерінің 4-ші жиынына қатысушылар. Бүгінгі таңда әлем сындарлы және өзгерісті сәтті басынан кешіріп отыр. Барлық елдер адамзат кезеңіндегі жауапкершілік пен таңдау алдында тұр. Олар әріптестік пен қарама-қайшылық, ашықтық пен жабықтық. Бұл орайда Қытай коммунистік партиясының төрағасы Си Цзиньпиннің пікірі анық. Адамзат тағдырының ортақ қауымдастығын құру, өзара құрметке негізделген халықаралық қатынастардың жаңа типін қалыптастыру, рационалды әрі әділетті даму, глобалдық басқаруды жасау. Атап өтпесем болмайды. Қазақстан 2013 жылдың күзінде біріккен жаңа жібек жолы құрылысын салу идеясының бастау алған жеріне айналды. Бұдан соң Индонезия бұл идеяны жалғастырып, 21 ғасырдың теңіз жібек жолы жобасын жариялады. Бұлар бірге даму мен адамзаттың ортақ тағдырына қызмет ететін маңызды платформалар. Соңғы 6 жылда 160-тан астам елмен халықаралық ұйымдар Қытаймен ортақ жобаларды жүзеге асыру үшін келісімге келді. Еуразия елдері ортақ мүдделер мен бөлінбес қауіпсіздік жолында өзара ынтымақтастықты күшейтіп, диалог пен сенімді нығайту керек. Бұл бейбітшілік, даму мен тұрақтылық үшін қажет. Біз еуразиялық интеграцияның жақтаушысы ретінде Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс айтуымыз керек. Ол осыдан 25 жыл бұрын Еуразия интеграциясы идеясын көтерген еді. Бұл стратегиялық перспективалы бастама Еуразия елдерінің ынтымақтастығы мен дамуына үлкен үлес. Осы сәтті пайдаланып, мынадай ұсыныс айтқым келеді. Бірінші, мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарда өзара сенім мен құрмет көрсетуіміз керек. Қай елдің де таңдаған жолын, негізгі мүдделері мен өзара алаңдаушылықтарын құрметтеу. Ортақ келісім арқылы түсінісуге қол жеткізуге болады. Екінші, бірге өркендеу жолында сауда-экономикалық байланысты күшейту қажет. Даму қандай да бір мәселені шешудің негізгі жолы. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып, әрі бір-бірімізді қолдай отырып, энергетикалық дамудан ортақ табысқа дейінгі экономикалық интеграцияға жетуге болады. Сауда инвестициялық либерализациясын қолдауымыз керек. Әлемдік экономиканың пайдасы үшін протекционизм мен бір жақта көзқарасқа қарсы тұрудың қажеті жоқ. Үшіншіден, мәдени гуманитарлық байланыстарды күшейткеніміз жөн. Сондай-ақ өзара келісімдерімізді жүзеге асыру үшін құқықтық әріптестік те керек. 谢谢大家。 Vážený prvý prezident Kazachstanu, pán Nazarbájev, excelencie, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia. Уважаемый первый президент Казахстана господин Назарбаев, дамы и господа, Межпарламентское собрание дает уникальную возможность обсуждать вопросы сотрудничества между Европой и Азией. Развитие в геополитическом пространстве принципиально влияет на мировое сообщество. И наши регулярные встречи поэтому становятся все более важными. Сегодня в Нур-Султане собрались представители 65 стран. Я глубоко уважаю инициативы Казахстана. Словакия является председательствующей страной в ОБСЕ. Это большая возможность стать посредником диалога между 57 государствами. Основная повестка дня направлена на укрепление сотрудничества стран большей части Евразийского континента. В рамках нашего председательства мы обращаем внимание на соблюдение правил диалога, партнерства, ищем совместные решения актуальных вопросов. Я рад, что лозунг словацкого председательства ОБСЕ, который звучит «для людей, диалога и стабильности»,
общей с темами и целями сегодняшней встречи диалог, доверия и партнерства. В наших отношениях мы должны показать, что мы способны вести конструктивный диалог. Словакия является одной из самых открытых мировых экономик. Мы являемся членом Евросоюза и Шенгенского пространства. Важной темой, которой мы должны сегодня серьезно заниматься, это цифровизация. Очень важно, чтобы мы задумались над созданием универсальных правил для цифрового пространства, кибербезопасности и введения налогов на цифровое предпринимательство. К сожалению, сегодняшний мир приносит и кризисные ситуации, их нельзя решать самостоятельно. Да, Организация Объединенных Наций должна вновь стать столпом безопасности. К крупнейшим угрозам безопасности относится терроризм, и я поддерживаю идею формирования единого списка террористических организаций. Мы должны учить наших людей, чтобы они думали позитивно и придерживались принципов диалога. Дорогие друзья, позвольте еще раз от имени всех участников поблагодарить первого президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева за участие и выступление на нашем форуме.